Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. К столетию со дня рождения Маргариты Ладария в Сухуми открыли мемориальную доску выдающемуся филологу, а в Абхазском госуниверситете состоялось памятное мероприятие. Нашумевшему закону о кадастре недвижимости посвящен специальный репортаж программы. Здравоохранение, дефицит узких специалистов. Консультация по участию в квотной кампании на 2026-2027 учебный год состоялась в республиканской больнице. В Сухуми сегодня вспоминали о жизни и научном наследии известного ученого тургеневеда, доктора филологических наук Маргариты Глебовны Ладария. В честь ее столетия на доме, где много лет жила Маргарита Ладария, открыли мемориальную доску. Памятные мероприятия продолжились в Абхазском государственном университете. Подробнее в репортаже Заура Кварчия. В Сухуми сегодня почтили память Маргариты Глебовны Ладария, ученого-литературоведа, доктора филологических наук, чьи исследования заняли важное место в тургеневедении и изучении абхазской литературы. На доме, где она долгие годы жила и работала, открыли мемориальную доску. Хочу вас поблагодарить за то, что пришли на мемориальное мероприятие, посвященное памяти Маргариты Глебовны Ладария, известного ученого, литературоведа, исследователя творчества Тургенева, человека, который внес неоценимый вклад в изучение литературы как российской, так и абхазской. Маргарита Ладария – автор значимых трудов в обивании Тургеневе, французских и абхазских писателях, многолетний заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы АКУ, наставник нескольких поколений абхазских филологов. За свою научную и преподавательскую деятельность она была удостоена ряда государственных наград, среди которых орден Ахцапша второй степени. Маргарита Глебовна Апсуа турх, апсуа наука, апсуа культура адунеит зарахан зяхзыштыз кыз. Кыз, лаша, яхпахкой хазах халоп. Апсуа армилат какой-то параялагылыз пыз убыйх зыргырылы мызлара. Абрасы кон абрам салахунха. Аха. Ил зиги убрахакун иххаз. На церемонию пришли коллеги, представители научного сообщества, студенты и семья ученого. Для близких Маргариты Ладария это день памяти и благодарности человеку, который оставил заметный след в научной и общественной жизни Абхазии. Хочу всех поблагодарить, что вот открыли эту доску. Без академии, без АБНИ, без университета, без администрации города. Хочу отдельно поблагодарить тоже руководство администрации, которое взяло на себя материальные расходы по изготовлению, да, и вот, как говорится, то, что мы сегодня видим. Поэтому еще раз говорю, что тетя Рита уникальная была женщина, и это все прекрасно здесь люди уже образованные, грамотные, достигшие больших, как говорится, научных вершин, это прекрасно понимают и знают. Памятные мероприятия продолжились в Абхазском государственном университете, где Маргарита Глебовна много лет возглавляла кафедру русской и зарубежной литературы. Здесь прошла встреча, посвященная ее научному наследию. Сегодня в зале нет ни одного гостя. Все, кто сегодня присутствует, так или иначе связаны с нашим коллективом. Почтить память выдающегося человека, выдающегося ученого, человека, который всю свою жизнь отдал служению своему народу, Маргариты Глебовны Ладария. Жизнелюбом была Маргарита Глебовна. Не только ведущий тургеневед, чьи работы до сих пор можно встретить в книгах, в статьях многих авторов, и не только России, но и многих зарубежных стран. Коллеги вспоминают, Маргарита Ладария была не только исследователем, но и педагогом, который сформировал собственную научную школу.
Очень часто Маргарита Глебовна говорила о филологическом мышлении. То есть когда она делала такого рода комплимент, что у человека есть филологическое мышление, это означало, что у человека не только здорово работает мыслительный аппарат, человек не только умеет сопоставлять факты, анализировать, обобщать. При всех этих важных для исследователя навыках самое главное в нем, в человеке, был вот этот вот нравственный какой-то потенциал. Нравственное измерение человека – это, пожалуй, самое главное, что отмечала Маргарита Глебовна. А Фазиль Искандер просто вообще замечательно сказал в свое время. Он сказал, что главная цель искусства – это хороший человек. Тургеневедение стало ее главной темой. В 1984 году Маргарита Ладария защитила докторскую диссертацию Тургенев и писателей Франции XIX века. Это исследование вошло в фундамент тургеневедческой науки. Диапазон ее научных исследований, уже упоминалось выше, был чрезвычайно широк. Если ее считать только тургеневедом, это значит умалять ее достоинство в исследованиях научных. Прежде всего, она обращала внимание особое и на свою родную культуру. И поэтому совмещала в своем творчестве интересы общие для международной культуры, как творчество Тургенева, и интересы для Республики Абхазия. Она исследовала творчество многих выдающихся абхазских писателей, начиная с Фазиля Искандера, которого она очень любила, Баграта Шинкуба, Даура Зантария и других молодых талантов. Студенты кафедры литературы читали фрагменты из работ Маргариты Ладария и произведения ее любимых авторов. Звучала и музыка, которую она особенно любила. К столетию ученого был пути Маргариты Ладария на основе архивов Абаза ТВ. Все наши интервью, все, что мы чем располагаем, считайте, что это также ваше достояние. В любой день, в любую секунду вы можете обратиться к нам. Мы с большим удовольствием будем транслировать, показывать здесь, в Абхазском университете, все ее интервью, которые мы сохранили. Это действительно для нас один из самых сильных материалов, которые мы рассматриваем как национальное достояние. Поэтому это интервью частной компании Абаза ТВ, это наследие, культурное наследие, он должен принадлежать всем. И поэтому с большим удовольствием мы всегда будем делиться с вами. Память о Маргарите Глебовне сохраняется не только в ее трудах и работах учеников. Теперь ее имя будет связано с поддержкой молодых филологов. В университете учреждена стипендия Маргариты Ладария. Из постановления Президиума Абхазского республиканского комитета профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи. В рамках мероприятий, посвященных столетию Академии наук Республики Абхазия, профессора Маргариты Глебовны Ладария, и с целью увековечения памяти выдающегося ученого, Президиум Республиканского комитета постановляет учредить 2 именные стипендии, назначаемые ежегодно для студентов филологического факультета Абхазского государственного университета, демонстрирующих высокие академические успехи, с 1 сентября 2026 года в размере 2000 рублей в месяц каждая. Председатель Республиканского комитета Ладария Игорь Рюрикович. Маргарита Глебовна Ладария ушла из жизни в 2017 году. Ей был 91 год. Ее научное наследие, ученики и преданность профессии продолжают жить как часть культурной и интеллектуальной жизни Абхазии. Заур Кварча, Инала Кухава, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите специальный проект Абаза ТВ к юбилею Маргариты Ладария. А в пятницу 12 декабря на телеканале «День Маргариты Ладария». В программе вещания телекомпании «Юбилейный вечер», архивное интервью и программы с ее участием.
В среду 10 декабря в Народном собрании пройдет внеочередное заседание сессии, посвященное проекту закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о кадастре недвижимости. Закон о кадастре недвижимости, вступивший в силу 1 октября этого года, вызвал споры в профессиональном сообществе и волну недовольства простых граждан. Кто-то говорит, что закон парализовал работу БТИ, что кадастровая палата оказалась не готова к тому объему работы, который возложен на нее законом, и что люди месяцами не могут получить справки и совершать сделки с недвижимостью. Другие убеждены, что закон о кадастре нужен и важен, и если он работает плохо на начальном этапе, это не значит, что его нужно отменить или отсрочить вступление в силу. Они выступают за внесение поправок в закон с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Спектр мнений на тему кадастрового кризиса представит Надежда Боровикова в своем специальном репортаже. Последние 2 месяца в парламенте Абхазии активно проводились слушания на тему кадастрового кризиса. С момента вступления в силу нового закона о кадастре многие граждане Абхазии столкнулись с трудностями в оформлении сделок с недвижимостью. Сразу 2 парламентских комитета взялись за анализ ситуации: Комитет по экономической политике и реформам и Комитет по государственно-правовой политике. Закон о кадастре недвижимости вступил в силу с 1 октября, да, но существуют очень серьезные проблемы в правоприменительной практике. Да, и люди жалуются, обращаются к нам, прежде всего с такой проблемой, что те действия нотариального характера или иного характера, которые они планируют совершить или пытаются совершить со своей недвижимостью, не получается реализовать. Это касается иногда даже просто вопросов наследования. Да, эта проблема, она очень сильно волнует людей, ну и нам, естественно, и ко мне, как председателю Комитета по государственно-правовой политике, скажем так, курирующему, да, эту зону, скажем так, обращаются очень много людей. Это если мы говорим только о граждан. Помимо этого, немало обращений было именно уже от специалистов, работающих в этих областях. Это специалисты из БТИ, это нотариусы, которые обращались к нам. Одно из заседаний комитетов было именно по их просьбе у нас организовано. Несколько слушаний в парламенте прошли с участием журналистов, но часть заседаний провели в закрытом режиме. Чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются граждане Абхазии, мы обратились к адвокату по гражданским и уголовным делам Дмитрию Джопуа. Дела с недвижимостью – это часть его рутинной работы последние 16 лет. Вот с 1 октября у нас вступил закон о кадастре недвижимости в силу. То есть получается, что с 1 октября БТИ, я буду говорить про район Гагарский, где я работаю. Получается, что БТИ уже не работает. Далее, все свои дела, которые граждане обращаются помочь для оформления своей недвижимости, получается, обращаются, и ты уже по налаженной схеме, по сложившейся практике и идешь в БТИ. Допустим, вот первый момент – ввод в эксплуатацию. Человек, лицо физическое, получил, гражданин, разрешение на строительство жилого дома. Утвержденный проект, согласованный со всеми службами архитектора, распоряжение. Все, лицо это закончило строительство, хочет ее ввести в эксплуатацию. Первым делом, что он делает? Идет в БТИ, получает техническую документацию, где техник БТИ указывает жилая площадь, вспомогательная, прочее. Все параметры, которые необходимо указать в своих технических документах. Далее с этими документами ты идешь в администрацию, обращайся, прошу разрешить ввести в эксплуатацию. Архитектурный отдел тебе выдает акт ввода в эксплуатацию, где указывает все эти параметры, которые были в БТИ. Дальше получаешь разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого по старой схеме ты шел, в БТИ, БТИ его регистрировала. В тот же день они тебе выдавали домовую книгу. Сейчас БТИ не работает. Получается, что ты должен прийти в кадастровую палату, сдать. В кадастровую палату ты сдаешь распоряжение ввода в эксплуатацию, но кто тебе выдает домовую книгу? Кадастровая палата говорит, что мы не выдаем домовую книгу. То есть вот этот вопрос завис.
Расследование нашей редакции в специальном репортаже о законе о кадастре недвижимости. Смотрите в эфире Абаза ТВ в 20:30. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лаши Ашуба приняла участие в открытии 69-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоялась в Москве. В составе делегации депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Аслан Лакоба и руководитель аппарата парламента Республики Абхазия Вадим Бжанин. Заседание прошло в соответствии с повесткой, утвержденной решением Совета парламентского собрания. Сессию провел председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. В ходе работы сессии парламентарии рассмотрели вопросы повестки дня. Лаша Ашуба поздравил Алана Маргеева с 35-летием образования парламента Республики Южная Осетия и передал теплые пожелания южноосетинским коллегам. Уважаемый Алан Таймуразович, вы сегодня встречаемся в Москве. Сегодня, сессия парламентского собрания Беларуси и России, но помимо этого, сегодня еще один большой праздник. Сегодня 35 лет со дня образования современного парламента Южной Осетии. Можно сказать, день парламентаризма, поэтому я от всей души поздравляю вас, поздравляю коллег из парламента Южной Осетии, и, конечно, весь народ Южной Осетии с годовщиной образования парламента. Вот буквально недавно мы отмечали 35 лет республики, сегодня мы отмечаем 35 лет современного парламенту Южной Осетии. Наверное, символично, что и в эти дни ваши парламентарии во главе со спикером парламента, с депутатами продолжают работу по выстраиванию взаимоотношений с коллегами из других государств, конечно же, из Российской Федерации, Республики Беларусь. Мы вас поздравляем, желаем удачи и успехов в вашей деятельности на благо народа Южной Осетии. Хотел бы поблагодарить председателя Народного собрания парламента Республики Абхазия Лашу Нукзаровича, весь депутатский корпус, весь народ Абхазии за такие теплые поздравления. Хотел бы сказать о том, что мы братские народы, всегда друг с другом рядом, и в горе, и в радости. Сегодня значимое мероприятие проходит в Москве, 69-я сессия собрания Беларуси и России. Сегодня в Южной Осетии знаменательная дата, одна из самых значимых дат в новейшей истории нашей республики. Пользуясь этой возможностью, я еще раз хочу поздравить всех депутатов всех созывов парламента нашей республики с этой знаменательной датой, пожелать в первую очередь здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго. Сегодня мы имеем возможность общаться на столь значимой высокой площадке. С Российской Федерацией у нас динамично идет межпарламентское сотрудничество. Что то же самое я могу сказать с братской Абхазией, с председателем парламента. Мы всегда находимся на связи. Наши депутаты, депутатские корпусы наших парламентов также постоянно встречаются, идет взаимодействие. Я думаю, что это как раз таки является продолжением того, что закладывали наши старшие, нашего братства, нашей дружбы. У нас нет другого права. Мы должны это дальше укреплять и развивать. Сообщение спасателей. Сотрудники ГИМС продолжают поиски мужчины в акватории Сухума. По предварительной информации, мужчина, поиски которого ведут водолазы Важа Зарандия, сказал обс.пресс начальник ГИМС МЧС Тенгиз Сабуа. По словам очевидцев, мужчина купался в море накануне днем, но домой не вернулся. Его вещи остались на берегу. В поисках задействованы водолазы и плавсредства, отметил Сабуа. 5 мая 1992 года Важа Зарандия был назначен председателем Совета министров Абхазии. На этой должности он работал в период Отечественной войны народа Абхазии. После войны с декабря 1993 по апрель 1994 года Зарандия был главой администрации Галского района.
Информация правоохранителей в отношении Сусаны Гумба и Анны Калягиной, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Как сообщалось ранее, Следственное управление МВД возбудило уголовные дела против Сусаны Гумба, Астанды Лазба, Феликса Цугба и Анны Калягиной, осуществлявших мошеннические действия по продаже и оформлению земельных участков в Абхазии. Обвиняемые обманом и злоупотреблением доверием завладели крупными суммами денег у 5 граждан Российской Федерации. Общий ущерб, по информации потерпевших, составил свыше 11 миллионов рублей. Задержан житель Ачимчирского района Ираклий Богатели, находившийся в розыске по делу о стрельбе на территории Новоафонского монастыря. Об этом на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района сообщил начальник РОВД Зосма Гицба. Он уточнил, что Богатели задержали в Сухуми 7 декабря. Богатели также проходил в качестве подозреваемого по делу о повреждении липы на Алых-Наште в апреле 2023 года. Уголовное дело было передано на рассмотрение по существу в суд. До вынесения приговора Богатели попал под амнистию во знаменование 30-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. В связи с наступлением периода годовой отчетности и новогодних каникул прием и выдача российских водительских удостоверений на территории Республики Абхазия приостанавливается с 20 декабря текущего года по 20 января 2026 года. Об этом сообщает управление ГАИ МВД. В настоящее время 1500 готовых удостоверений ждут своих владельцев в здании УГАИ. Госавтоинспекция также напоминает, что граждане Абхазии получают российские водительские права в упрощенном порядке выдачи, и данная мера будет действовать до апреля 2026 года. Уважаемые граждане, водительское удостоверение российского образца не будет выдаваться на территории Республики Абхазия с 20 декабря по 20 января. Это связано с наступлением новогодних праздников и процедурой составления отчетности для дальнейшей работы российских специалистов на территории нашей страны. Как известно, имеющие двойное гражданство или российский вид на жительство, водители должны получить российские водительские права, чтобы управлять автомобилем на территории России. Напоминаю, что для граждан Абхазии действует упрощенный порядок выдачи российских водительских прав. Вам не нужно сдавать экзамены повторно. Новое удостоверение выдается на основании абхазских водительских прав, которые по-прежнему будут действовать на территории республики. Данная мера будет действовать до 1 апреля 2026 года. В случае, если вы не получили удостоверение российского образца в срок до указанной даты, вы не сможете выезжать на территорию России. Для получения прав после 1 апреля 2026 года вам будет необходимо выезжать в Российскую Федерацию, где процедура более не будет облегченной. Будет обязательно сдача экзамена на знание правил дорожного движения, а также сбор необходимого пакета документов, в том числе медицинских справок в медучреждениях Российской Федерации. Хочу напомнить автолюбителям, что 1500 готовых удостоверений ждут своих владельцев в здании УГАИ. Призываем граждан воспользоваться предоставленной возможностью и активнее обращаться за получением удостоверения российского образца. Получить удостоверение можно в здании управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия по адресу город Сухум, улица Героев Пограничников 3, ежедневно со вторника по субботу с 9 до 18 часов. Введение уголовной ответственности за незаконный майнинг инициирует правительство России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг, сказал Новак в ходе Совета по стратегическому развитию национальным проектам в Абхазии. С 2020 года действует запрет на майнинг и ввоз оборудования для добычи криптовалюты. Его неоднократно продлевали, в последний раз до конца 2026 года. В октябре парламент принял законопроект о конфискации и уничтожении аппаратов для майнинга.
Администрация Гулрыбского района организовала отправку гуманитарного груза для участников специальной военной операции гражданского населения Донбасса. В гуманитарном грузе свежие цитрусовые плоды, местные цитрусовые, были тщательно отобраны и упакованы с учетом требований к длительной транспортировке. Это наш вклад в поддержку тех, кто находится на передовой, и тех, кто оказался в трудной ситуации, подчеркнул представитель администрации Гулрыбского района. Гуманитарный конвой уже отправлен в зону проведения СВО и в ближайшее время достигнет пункта назначения, где продукты будут распределены среди нуждающихся. Консультация по участию в квотной кампании на 2026-2027 учебный год для желающих поступить на медицинскую специальность состоялась в республиканской больнице. Были освещены возможности обучения по медицинским направлениям ординатуры и специалитета. Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года. Подробности у Марианы Котовой. Как поступить в медицинские вузы России, рассказала в ходе консультации в республиканской больнице консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Екатерина Власова. Правительство России выделило в этом году 11 мест на специалитет и ординатуру, но необходимо успеть подать заявку до 15 декабря. В зависимости от выбранного уровня образования кандидат будет проходить два этапа отбора. Первый этап отбора абсолютно одинаковый для всех. Он продолжится до 15 декабря. Это самостоятельное заполнение заявки на сайте educationrussia.com. Второй этап отбора, в зависимости от выбранного уровня образования, на специалитет кандидаты будут сдавать тестирование офлайн по двум профильным предметам. Это химия, биология. На ординатуру будет проведен конкурс документов об имеющемся образовании. Уже в последние годы у нас медицина является направлением с самым высоким конкурсом. В прошлом году на медицинские специальности у нас был конкурс 5 человек на место. У абхазских абитуриентов есть возможность обучиться или повысить свою квалификацию в таких медицинских направлениях, как лечебное дело, педиатрия, анестезиология, реаниматология, радиология, рентгенология, детская кардиология, неонатология, психиатрия, инфекционные болезни, ревматология, фтизиатрия, нейрохирургия, онкология и эндоскопия. По словам заместителя министра здравоохранения Батала Кация, Абхазия нуждается в узких специалистах. Мы всячески стараемся, чтобы те специалисты, в которых нуждается республика, были трудоустроены. Поэтому у нас есть вакантные места и в районах, не только в столице. На данный момент обучаются за пределами Республики Абхазия за счет Министерства здравоохранения более 80 врачей разных специальностей. Мы нуждаемся, естественно, в некоторых направлениях, такие узкие направления, как ревматология, неонатология и различные другие специальности. Но в том числе и общая хирургия, например, там в Гагре и реаниматологов, и хирургов иногда бывает не хватает, в Ткварчале. Поэтому мы на данный момент, пользуясь ресурсом, который есть в других местах, пытаемся эти проблемы закрыть, в том числе и при помощи российских наших коллег, которые периодически сюда приезжают в помощь, так же, как и в летний сезон, например. Всего в рамках квотной кампании 2026-2027 учебного года Абхазии выделено 115 квот по разным направлениям. Мариана Котова, Владимир Капузов, Абаза ТВ. В Абхазском государственном университете во вторник продолжилась международная научно-практическая конференция «Новоафонская пещера и задачи изучения карста Абхазии», приуроченная к 50-летию начала эксплуатации Новоафонской пещеры как туристического объекта и 80-летию со дня рождения ее первооткрывателя, абхазского спелеолога Гиви Смыра. В конференции участвуют специалисты из Австрии, России и Абхазии. Повторить маршрут Гиви Смыр, исследовать пещеру как туристический, экономический, а главное уникальный природный объект, изучить архивы и, конечно, рассказать о планах. Впервые в Новоафонской пещере летал дрон, а съемочная группа провела всего около 20 часов, чтобы каждому стало ближе и понятнее одно из главных природных чудес нашей страны – Новоафонская пещера. Такую задачу ставили перед собой авторы фильма «Полвека путешествий в глубины Апсарской горы». Фильм был снят по заказу Новоафонской пещеры.
С древнейших времен человек стремился заглянуть туда, куда не проникает солнце, в первозданную тьму. Пещера – это первые страницы книги человечества. Здесь человек укрывался от гроз, вел свой первый огонь. Здесь камни помнят эпохи, которых уже не существует. Археологи находят в пещерах древнейшие стоянки, рисунки бизонов и охотников, отпечатки рук, оставленные десятки тысяч лет назад. Для древних людей спуск в пещеру был не просто исследованием, а ритуалом, путешествием в иное измерение, туда, где живут боги, духи и тайна. В нашем эфире в 21:00 смотрите фильм «Полвека путешествий в глубины Апсарской горы». В храме Успения Пресвятой Богородицы села Лыхны состоялась праздничная божественная литургия в память о принесении в 1914 году точной копии иконы знамения Пресвятой Богородицы из Серафима Понятаевской обители. Подробнее в репортаже Аристида Каракасиди. 6 декабря в Абхазии отметили важное событие для духовной жизни страны. 111 лет со дня переноса священной иконы знамени в Лыхнинский храм. В этот день была проведена торжественная литургия, а затем крестный ход вокруг храма. Событие собрало множество православных верующих, подтверждая стойкость духовных традиций и продолжение исторической преемственности. Сегодняшнее событие 100 лет тому назад по благословению Священного Синода Русской Православной Церкви с согласованием царя принято решение написать икону Пресвятой Богородицы, потому что Лыхнинский храм – это Успенский Богородичный храм, чтобы икона была написана и чтобы там абхазцы услышали, увидели на своем родном языке: «Пресвятая Богородица, спаси нас» на абхазском языке, и эта икона приходит сюда, в Абхазию. Это равноапостольный подвиг со стороны России по отношению к абхазскому народу. В начале 20 века в Серафимо-Понятаевском монастыре Нижегородской губернии была написана икона знамени. Образ был создан по инициативе бывшего епископа Сухумского князя Ухтомского Андрея. Он стремился к тому, чтобы богослужения проводились на абхазском языке и лично посещал села, просвещая людей. На этой иконе есть абхазская надпись «Ицкезуанчадзохшаз хчохара». Эта надпись означает «Пресвятая Богородица, спаси нас». И когда абхазская делегация привезла эту икону из Москвы сюда, в Гудауту, в этой делегации присутствовали жители села Лыхны, известные в то время Гдтарба, с другими лицами сопровождал эту икону, и она была оставлена в Гудаутском храме, которого сегодня не существует, потому что в советское время, даже в первые годы советской эпохи, этот храм был уничтожен. 6 декабря по новому стилю, по-старому это было 23 ноября, эта икона в 1914 году крестным ходом из Гудауты была принесена вот сюда, в наш храм Лыхнинский, и здесь торжественно было отслужено богослужение, и это имело очень большой отклик в сердцах нашего народа, абхазского народа. И именно тогда эту икону стали называть абхазской иконой. Крестный ход в храме Успения Пресвятой Богородицы села Лыхны стал значимым моментом восстановления утраченных традиций. Это не только духовное обновление, но и важный шаг к сохранению культурного наследия. К возрождению ежегодного Лыхнинского крестного хода с абхазской иконой Божьей Матери было подготовлено специальное издание. Составила его профессор Марина Ивановна Щербакова. Епископ Андрей намеревался написать письмо в Священный Синод тогда, в 1914 году, чтобы такой ход стал ежегодным. Крестный ход. Но вы сами понимаете, Первая мировая война и революция, и потом первая половина, да и вся история Абхазии за 20 век не особенно способствовала крестному ходу, такому, как сегодня случился. Сегодня был удивительный день, пасхальная радость.
Спустя 111 лет это событие продолжает объединять абхазский народ, а также укреплять духовные связи с Россией. Икона знамения символизирует единство двух народов и продолжает быть важной частью православной традиции Абхазии. Эта икона продолжает вдохновлять и вести народ Апсны на путь христианской веры. Арестит Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Абхазская православная церковь поздравляет настоятеля храма святого пророка Илии Багудзери, иерея Далмата Гопя, с 60-летним юбилеем. В поздравительном адресе, в частности, отмечается, отец Далмат на протяжении многих лет несет пасторское служение, проявляя усердие, ответственность и заботу о своей пастве. Его жизненный путь связан как с защитой Родины в годы Отечественной войны народа Абхазии, так и с дальнейшим служением у престола Божия. Под руководством иерея Далмата Гопя приход храма святого пророка Илии развивается как значимый духовный центр, объединяющий прихожан и паломников. Его пасторское внимание и наставничество находят отклик у верующих Пицунды Нового Афона, где также проходит служение отца Далмата. Конец цитаты. Внедрение школьных экскурсий для вовлечения детей в изучение культуры, природы и истории Абхазии предложили в Минтуризма на встрече главы ведомства с экскурсоводами. Астамур Логу обсудил подготовку экскурсоводов к 2026 году с профсоюзными организациями. На встрече также прозвучало предложение расширить практическую работу гидов на базе профессионального сообщества. Министр поручил оформить инициативы в установленном порядке и отметил, что в них есть потенциал для дальнейшей работы. Организаторы конкурса «Гостеприимная Абхазия» подвели итоги проектных идей и отметили, что ценным результатом конкурса является включение в него не только действующих игроков рынка, но и обычных граждан, поверивших в возможность изменить облик нашей республики. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. Гостеприимная Абхазия – это проект, направленный на поиск, поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма Республики Абхазия. Конкурс включает в себя несколько этапов. В первую очередь регистрация и заполнение анкеты, прохождение онлайн-курсов, дистанционное тестирование, акселератор проектов в индустрии гостеприимства. И уже в январе участников ждет финал и определение победителей. Что касается министерства и, значит, важности для нас такого рода проектов, ни для кого не секрет, что всегда нужно и важно развивать новые интересные идеи, локации, продвигать нашу страну. И бесспорно то, что для нас этот конкурс в подспорье для того, чтобы и дальше развивать и улучшать сферу туризма в нашей стране. Я видел и проекты, связанные с продвижением Абхазии, горно-пешеходных маршрутов и всего остального, что не может не радовать меня как министра и нашу отрасль в целом. Более 80 конкурсных заявок, отобранных экспертами, направляются в акселератор проектов в индустрии гостеприимства. В отборе принимают участие эксперты из России и Абхазии. То есть поданные участниками идеи будут доведены до стадии полноценных проектных предложений. С 15 по 18 декабря пройдет очный этап в городе Сухум, а также запланирован выезд для ознакомления с реальной бизнес-моделью. Хочу сказать, что в результате конкурсных заявок мы наблюдаем, что участие принимают не только действующие представители туристической индустрии, но очень много людей, ранее не задействованных в данной отрасли. Я хочу также сказать, что у нас в январе будет проведен финал и определение победителей. Количество этих победителей будет зависеть от степени проработанности, актуальности, жизнеспособности и в целом значимости для туриндустрии критериям. Финал конкурса «Гостеприимная Абхазия» запланирован на конец января, начало февраля 2026 года. Проекты победителей должны быть в стадии реализации к 1 мая 2026 года. Алиса Адлиба, Торни Камичба, Абаза ТВ. Информационный воркшоп, посвященный осенне-зимним агрономическим мероприятиям и устойчивым практикам ухода за приусадебными участками, в холодный период провели в центре «Проспект» в Сухуми.
Участники получили подробные рекомендации по уходу за почвой, контролю вредителей и болезней, укреплению здоровья растений, поддержанию плодородия земли в осенне-зимний период. Особое внимание было уделено фитосанитарным мерам, способам повышения иммунитета растений, эффективному использованию удобрений. Агрономы ФАО поделились практическими советами, которые можно сразу применять на собственных приусадебных участках, а также рассказали, как минимизировать угрозы со стороны вредоносных организмов. Воркшоп прошел в рамках проекта содействия экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии, реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Новости культуры. Россия передала в дар Союзу художников Абхазии картину русского художника из Франции. В Центральном выставочном зале Сухума состоялась передача в дар Союзу художников Абхазии картины французского живописца русского происхождения Михаила Карачанского «Пастух со своим стадом». Произведение, созданное в начале XX века, было подарено Российской Федерации в знак укрепления культурных связей между двумя странами. Для нас это ценный дар, отметила директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Полотно Михаила Карачанского, соединившего в своем творчестве русские корни и французскую школу, станет частью нашей коллекции. Теперь у жителей и гостей Абхазии появится возможность познакомиться с еще одним именем в контексте русского художественного зарубежья. Для нас это очень важно, потому что после того, как после ремонта, после строительных работ вновь открылось здание Союза художников, было принято решение, что у Союза тоже будут свои фонды. И это 4-я работа, которая уже передана в дар. Самую первую работу, кстати, мы получили за день до открытия. Это было 30 сентября. И в тот день Сергей Владимирович Кириенко подарил работу известного абхазского художника Леварсова. И это положило такую, можно сказать, традицию. И сегодня это 4-я работа у нас уже, которая в коллекции. И мы очень надеемся, что мы уже ведем переговоры с еще несколькими коллекционерами. И мы очень надеемся, что в конце года мы сможем представить уже отдельную выставку, где будут работы, которые переданы в дар, будут представлены в нашем собрании. Книга о Дауре Зантаре в серии «Жизнь замечательных людей» будет издана в феврале 2026 года в Москве, рассказал спутник, академик Российской муниципальной академии Беслан Кубахи. Вчера я подписал договор с издательством, и сегодня мы переведем соответствующую сумму. Автор книги – очень известный российский писатель Максим Гуреев, который уже в той же серии «Жизнь замечательных людей» написал книгу, посвященную Андрею Битову, другу Дауры Зантаре, уточнил он. По словам Кубахи, инициаторами издания книги выступили руководитель Центра имени Дауры Зантаре Цизагунба и Батал Кубахи. Книга выйдет тиражом около 2500 экземпляров. Большую часть передадут Центру Зантаре. Это впервые, когда в серии ЖЗЛ написали книгу об абхазском писателе, подчеркнул он. Абзагу Цвижба победил в региональном этапе премии «Знание премия» в Карачаево-Черкесии. Его проект «Этнокультурное образование. Сохранение традиций в многообразии России» признан лучшим в номинации «Просветительский проект». Концепция основана на его научной работе и направлена на интеграцию языкового и культурного наследия в образовательной программы. Руководитель аппарата Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Международного объединения Алла Шара-Цвижба подчеркнул, что победа стала важным подтверждением значимости темы сохранения традиционных ценностей. «Знание премия» учреждена Российским обществом знаний в 2021 году, является ведущей просветительской наградой России. Герои известной исторической драмы «Анна и король» 1999 года режиссера Энди Теннанта заговорят на абхазском языке. Работа над дубляжом под руководством кинорежиссера, народного артиста Абхазии Вячеслава Облоти длилась не менее полугода. В это воскресенье, 14 декабря в 18:00 в Абхазском драматическом театре пройдет премьера дубляжа на абхазский язык фильма «Анна и король».
Ахашкуйтаз и тулампы цахларакун. А империя ушшиммепnego. Шу салацымсынца. Яхин задруа, лорд Брэдли. Британия сатуп макяна. Убриш хамшер сухтоп, мадам, а хюнткари айтахшанис кошо. Агумша гябзе бариса гухвамаст. Идер вост гягваграт шакшу сарасеп шабас. Абрили карста хупа хюнткар. Сшахойд изейташ хабри. شحرك راساتهم زايد خا سريستخم بريالات شابيرامم هندكاري جاك شزيجاك سراباشا تبتي مزاقاني لالجي أجبزي دخل بس وبستاز عراياشا يزق أو يتقدم تان أبياب زمي حزبوت ده سرس هندكارو سريس خزايتن Внимания воды не будет. Столичный водоканал сообщает, что в связи с прорывом водовода в селе Гумиста в среду 10 декабря с 0 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум, Колос, улица Семирджиева, частично район вокзала. А в завершении выпуска прогноз погоды. В среду 10 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 9-14, температура морской воды плюс 14. Волнение морской воды умеренное, слабое, относительная влажность воздуха 60-80%. А на этом у меня пока все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.